Здравствуйте. После новостей 20 января и первой половины дня 21 января, по второй половине дня сказать не могу, потому что видео записывается именно в обед, нефтяное противостояние Беларуси и России заиграло новыми красками. Причем тут я бы сказал, что даже не просто нефтяное противостояние, а в принципе и сам процесс интеграционных порывов, если можно так выразиться, двух государств. О чем я говорю? Итак, 20 по порядку. 20 января в начале белорусское телеграфное агентство Белта сообщает, что Беларусь и Российская Федерация достигли договоренности по компенсации за грязную нефть. Тут достаточно интересная ситуация, потому что, с одной стороны, Транснефть вроде бы соглашалась покрыть издержки, но она соглашалась покрыть издержки по общей формуле, как со всеми контрагентами. То есть только за откачку старой нефти, но небольшая премия транспортирующей компании. Беларусь же выставляла претензии в комплексе, а именно объем, во-первых, это возможные и реальные повреждения технологического оборудования белорусских НПЗ, хранение нефти в одной из труб нефтепровода «Дружба», соответственно, откачка назад, хранение вне нефтепровода, ну и так далее и тому подобное. То есть набегало достаточно много, ну и плюс, естественно, упущенная выгода. Таким образом, Республика Беларусь намеревалась, если можно так сказать, компенсировать потери от российского налогового маневра, то есть выровнять показатели прибыльности даже при условии резкого подорожания российской нефти, если даже не договорятся. Потому что напомню, что все еще по состоянию на конец января напрямую от Роснефти, от государственных структур, нефть в Беларусь не поступает. То есть есть контракт с господином Гуцерьевым, как раз таки, которые заключены без премии поставщикам, о чем, в принципе, о сути этой премии я рассказывал чуть ниже. Есть ссылочка на видео, которое выходило в начале января, где давал в том числе и прогноз. И если идти по этому прогнозу, немножко забегая чуть назад, то там я говорил, что если стороны не смогут договориться, то, среди прочего, резко может испортиться нефтепровод «Дружба», стать на ремонт, ну и так далее, и дальше по нарастающей. Что же у нас произошло? Нефтепровод «Дружба» действительно приостановил, полностью не останавливал, сразу скажу, приостановил прокачку, потому что якобы плановая ремонтная работа. Ну, естественно, была грязная нефть, необходимо отремонтировать. После этого в начале Белта, потом российские ТАСС и РИА Новости сообщают, что соглашение по компенсации за грязную нефть есть, причем говорят о формульной, то есть, цитирую, стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть. То есть мы подходим к такой вещи, как формульный расчет потерь. Это значит формула с несколькими переменными, с учетом нескольких аспектов. То, на чем настаивала белорусская сторона. Но, как говорится, этого мало. Проходит буквально несколько часов, и сеть разрывает новое сообщение о том, что Республика Беларусь ожидает поставку первого танкера нефти из Норвегии. Вот тут, честно говоря, я сел в лужу, потому что я с трудом допускал, что Норвегия станет одним из продавцов этой нефти. О чем идет речь? Это нефть из нового месторождения Йохан Сведруб в Северном море, то есть южная часть Северного моря, на территории норвежского шельфа. Разработка этого месторождения началась не так давно, то есть первая разведка была буквально в 2010-2011 году, промышленная разработка началась в 2019 году, именно масштабная, и это месторождение называют гигантским, учитывая его объемы. Итак, объемы уже к началу февраля должны достичь 400 тысяч баррелей в сутки, ну и дальше постепенно до 660 тысяч. На этом месторождении работают сразу несколько компаний, то есть на этом месторождении работают норвежские компании, естественно, две, шведские компании и французская Total. Именно французская Total Беларусь и покупает нефть, причем эта нефть идет к литовским портам и через Литву потом поступает на белорусский НПЗ. Вопрос тут достаточно интересный, потому что чем интересна нефть происхождения из Норвегии, которая добывается, скажем так, с учетом интересов норвежских, либо по разрешению норвежских властей. Дело в том, что несмотря на совместное предприятие по добыче углеводородов на территории Российской Федерации, что касается продажи нефти на внешних рынках, что касается нефтяного вопроса, Норвегия с Российской Федерацией скорее выступает конкурентами, потому что, напомню, у них открытый спор по арктическому шельфу, у них спор
в том числе по Северному морскому пути, и еще несколько достаточно крупных споров между государствами. Причем Норвегия весьма жестко борется за свои национальные или экономические интересы. С точки зрения логистики, логистическое плечо короткое, то есть грузится нефть непосредственно в Северном море с платформ на танкера, это в принципе технология, доставляется сразу до портов Литвы либо Латвии. Тут достаточно интересно, но с одной стороны это близко, это дешево, с другой стороны мы видим конкуренцию между Литвой и Латвией как раз таки за перекачку нефти, потому что каждое из государств по отдельности может обеспечить транзит до 3-3,5 миллионов тонн. То есть первые среагировали латыши, предложили свои условия, но литовская сторона, несмотря на конфликты вокруг атомной электростанции, несмотря еще на несколько ряд конфликтов, они решили, что терять деньги на транзите это, мягко говоря, глупо, они тоже среагировали. И уже, как показывает практика, они среагировали в практической плоскости, то есть они уже обеспечивают логистику. Ключевой вопрос, будет ли дальше покупаться эта нефть. И вот тут стоит подумать над тем, откуда эта нефть и по какой схеме поступает, потому что есть несколько вариантов. Первый вариант – это то, что эта нефть поступает непосредственно с месторождения, то есть просто к Тоталю обратились и купили. Второй вариант – что нефть поступает по так называемым своп-схемам. Потому что, напомню, у Беларуси есть рамочное соглашение с Казахстаном на покупку до 3,5 миллионов тонн нефти. И, скорее всего, думали, что эта нефть будет происхождением с месторождения Кашаган, это шельф Каспийского моря. На Кашагане нефть добывает консорциум, куда входит итальянская Eni, французская Total, ExxonMobil, Royal Dutch Shell. Каждая из этих компаний, и казахский КАЗ Муйнасгаз, которым принадлежат 16,87% акций в консорциуме каждой. Ну а также китайская CNPC и японская Inpex по 8 с копейками процентов. Причем консорциум добывает нефть на Кашагане по договору о разделе продукции. То есть таким образом получается, что часть нефти добытой, она идет правительству Казахстана, а остальное остается у самих добывающих компаний. И вот тут самое интересное, что Total имеет нефть в Каспийском море, но не имеет акций в экспортной инфраструктуре, потому что ключевая экспортная инфраструктура – это либо врезка в российские нефтепроводы, куда Россия не пускает чужую нефть, либо же второй вариант – это Каспийский трубопроводный консорциум, который контролирует перечисленные выше фирмы, кроме Total, а также суммарно еще 33% у российских компаний. То есть этот КТК идет без участия французов. И таким образом, возможно, еще своп-схема, когда потенциальный покупатель нефти от Тоталя, где-то в Европе получает реально каспийскую нефть, учитывая то, что Российская Федерация весьма неохотно выступает за допуск каспийской нефти к трубопроводным поставкам Беларуси, а Беларусь взамен получает нефть от Тоталя с меньшим логистическим плечом из Северного моря. Такое тоже возможно. Теперь это случай, если идет своп-контракт. Теперь по ценам. Если по ценам, сразу стоит оговориться, что в любом случае альтернативная нефть, она будет дороже. Почему? Потому что сейчас идет покупка, условно говоря, того, что есть сейчас, то есть резерв добычи. Это цена выше, чем, например, цена в случае фьючерсов на год вперед, либо в случае гарантированных объемов. Поэтому, да, эта нефть пока дорогая, но с точки зрения выхода на нормальный контракт, все равно через этот этап пройти приходится для того, чтобы потом говорить о нормальных контрактах, прошу прощения. Итак, первый танкер идет. На этом можно было бы поставить точку, если бы не еще две новости буквально с сегодняшнего утра. Сегодня с утра в Минск прилетел господин Рогозин вдруг поговорить о космической программе, где передал Лукашенко символический подарок, скажем так, это перчатка космонавта. Знаете, у меня первая ассоциация – это со средневековым обычаем бросили перчатку. Это настоящая перчатка космонавта. Побывавшего в космосе. Естественно. Побывавший в космосе буквально в 2019 году. Потом по секрету скажу, какого космонавта, чтобы другие не ревновали. Спасибо. Спасибо. Это первый у меня такой легендарный подарок. Спасибо большое. Но надо отметить, что с улыбками, со всем остальным Лукашенко перчатку принял. И буквально через несколько часов о том, что перчатка была поднята, пошли еще новости. То есть в администрации президента прошло рабочее совещание по нефтегазовой отрасли, где Александр Лукашенко ошарашил, скажем так, всех достаточно резкими заявлениями.
То есть, в частности, что он заявил? Он заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% нефти, а остальное поставлять через другие источники. То есть, цитирую. Но, как мы договорились, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, чтобы 30-40% будем покупать нефти в Российской Федерации, процентов 30 мы должны с Балтики заводить, еще процентов 30 через Украину. Проверенный уже путь. Дальше. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно, наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, мы должны в этом разобраться. Тут действительно ключевой вопрос поставок казахской нефти на белорусский НПЗ – это согласие Российской Федерации запускать эту нефть в систему трубопроводов «Дружба». На что Российская Федерация, говоря о том, что они были бы не против, чтобы Беларусь нашла альтернативного поставщика, но, по крайней мере, на трубопроводный путь Россия не согласна категорически. То есть Казахстан «Дружбу» не пускают. И теперь давайте посмотрим, что у нас происходит дальше. Итак, имеем первый контракт, имеем совещание, на котором обозначены цели, причем, если честно, эти цели намного более, я бы сказал, масштабные, чем то даже, что я предполагал, потому что, по моим предположениям, был бы выход на контракт, где все-таки большая часть нефти из Российской Федерации, и то, что Беларусь могла бы поставить цель на ближайшие несколько лет, это выход 50 на 50, то есть 50 из России, 50% из других. Но, как видим, в Минске закусили удила и решили уже играть по-крупному. Теперь идем дальше. Что будет? А дальше происходят еще две новости по результатам этого совещания. Причем эти новости весьма, скажем так, симптоматичны. Первое. Председатель концерна Белнефтехим Андрей Рыбаков анонсировал скорые поставки нефти из альтернативных источников. То есть, причем идет речь не только о Норвегии, а о некоторых. То есть по контрактам он решил не оговариваться. И второе замечание, что тоже сам господин Рыбаков сказал, что отменено решение о приостановке экспорта нефтепродуктов из Беларуси. Вот второе наиболее интересно. О чем это говорит? Это говорит о том, что Республика Беларусь имеет запас сырой нефти, тот, который, возможно, еще не в Беларуси физически, но который идет, который оплачен, который законтрактован. И этот запас позволяет удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но и работать на экспорт. Это значит, что этот запас уже сравним, по крайней мере, с хотя бы 50% месячных поставок Российской Федерации. Это весьма много. Это весьма серьезно. И вот на этом фоне Беларусь, так сказать, поднимает перчатку. Россия пытается, как я уже сказал, соглашаясь на формулу по обсуждению компенсации за грязную нефть, Россия пытается играть в ответ. И если снова-таки возвращаться к видео, где я говорил о контурах нефтяной войны, судя по всему, нервы у русских сдали первыми. Но, в принципе, это логично. С одной стороны, потому что, учитывая то, что отсутствие контракта с Беларусью, вот это вот противостояние, оно опускает цену нефти Уралс относительно нефти марки Brent. И сейчас разница, если она в 2019 году, средняя разница не превышала 50 центов, в 2018 доллара, то сейчас эта разница колеблется от 7,5 до 6 долларов США за 1 баррель. То есть, условно говоря, на дневных объемах поставок в Европу Российская Федерация теряет от 30 до 40 миллионов долларов в день недополученной прибыли. Но дальше умножаем даже 30 на 20 дней, вот и получаем, скажем так, недополученную прибыль российских нефтяных концернов. Таким образом, для России выгодно снова-таки выйти из этой ситуации. Ну а Беларусь, судя по всему, решила все-таки хоть немного, но хоть переплачивая, но получать альтернативную нефть. И теперь поговорим о возможных сценариях. Итак, Российская Федерация, скорее всего, на протяжении ближайших нескольких недель будет выходить на переговоры, где будет обговаривать объем и цену нефти для белорусских НПЗ. Причем, учитывая, что в Беларуси уже есть альтернатива, самый выгодный для России и самый невыгодный для Беларуси вариант – это дать максимальную скидку на 2020, возможно, 2021 годы, то есть предложив российскую нефть буквально по бросовым ценам, то, как вышли в прошлый раз из нефтяной войны. То есть тогда снова-таки Беларусь прорабатывала вопрос альтернативных поставок, Россия предложила очень дешевую нефть, в результате Беларусь села вновь на российскую нефтяную иглу, ну а дальше русские начали закручивать гайки. То есть, скорее всего, они попробуют провернуть этот же самый алгоритм. Проблема в том, что в Республике Беларусь, насколько я понимаю, уже увидели, как они обожглись в прошлый раз, и я очень надеюсь, что хватит ума
оставить достаточно внушительный объем альтернативных поставок, пусть даже они будут дороже. Почему? Потому что это уже вопрос политики, это уже вопрос зависимости. Потому что если ты имеешь долгосрочный контракт на поставку нефти, во-первых, он будет дешевле, чем ситуативная покупка, и если это более-менее серьезный объем, и во-вторых, это достаточно дает тебе возможности для маневра, потому что по состоянию на сегодня, если бы не было норвежской нефти, если бы не было законтрактованной другой нефти, мы бы получили весьма проблематичную ситуацию, потому что первые 2 месяца, да, Республика Беларусь подстраховалась нефтью от фирм господина Гуцерева, но те за январь-февраль они бы выбирали весь свой годовой лимит поставок нефти на белорусский НПЗ. И дальше у Гуцерева бы легальных возможностей поставлять нефть просто бы не было. Идем теперь дальше. То есть, что вырисовывается? Россия будет предлагать, скорее всего, низкие условия цен, и, скорее всего, она будет факт низких цен привязывать к интеграционным переговорам и при этом в качестве конфетки предлагать сумму компенсации за грязную нефть. И вот это совмещение всех этих факторов и готовность Минска вести дальнейшие переговоры по поиску альтернативы российским поставкам – это ключевое с точки зрения определения энергетической независимости Республики Беларусь на ближайшие годы. Но судя по заявлениям Александра Лукашенко, то есть когда он ставит перед собой цель 30-40% российской нефти, насколько я понимаю, в Минске все-таки хотя бы частично осознают опасность от Российской Федерации. Выйдет ли Беларусь на формат 30%, я очень сильно сомневаюсь, потому что резкий переход на мировые цены на нефть, то есть ликвидация вот этой вот небольшой подушки, без выравнивания стоимости транзита, это все-таки будет удар по белорусской экономике. В отличие от ситуации десятилетней давности, этот удар будет уже не такой сильный, потому что по оценкам, например, экспертов Кострического экономического форума, 10% уменьшение поставок нефти на белорусский НПЗ, ну либо соответствующие финансовые потери, это всего лишь 0,3% пункта роста белорусского ВВП. Поэтому говорить о катастрофе нет. Но затянуть пояса белорусской нефтеперерабатывающей, нефтехимической отрасли на определенный момент придется. Почему? Ответ весьма прост, потому что белорусские НПЗ по состоянию на сегодня весьма сильно законтрактованы. Напомню, что в конце 2019 года закончилось, ну точнее на нафтане еще закончится в начале 2020, очередной этап модернизации нефтеперерабатывающих заводов, который за последние 4 года стоил Беларуси $2,5 миллиарда США. Эти деньги отдавать надо. Поэтому, да, Россия будет предлагать конфетку, Беларусь будет пытаться каким-то образом эту конфетку с одной стороны взять, с другой стороны так, чтобы не отравиться. И судя по заявлениям руководства Белнефтехима, еще раз, что пока что есть как минимум несколько источников нефти. Скорее всего, да, они дороже. Возможно, они даже дороже среднемировых цен, но снова-таки ситуативные покупки. Вопрос, что будет дальше. А вот дальше, если эта же самая формула 40-30-30 будет реализована, мы получаем весьма интересную геополитическую конфигурацию на нефтяном рынке. То есть получается, что в регионе Восточной Европы появляется альтернативная нефть в обменах, сопоставимых с поставками Российской Федерации. То есть эти объемы можно будет нарастить. И таким образом запускается то, о чем в свое время я писал и многие говорили, так называемая энергетическая, либо хотя бы нефтяная составляющая оси север-юг, когда есть поставки, с одной стороны, через порты Балтики и возможность прокачки этой нефти, в том числе системы трубопроводов, потому что, например, Латвия готова принимать нефть из альтернативных источников, но в Латвии проблема, что часть нефтепроводов находится в собственности Транснефти, за что латвийское правительство судится. Но самое интересное, что в этих нефтепроводах находится белорусская техническая нефть. То есть таким образом в случае с Латвией это будет, вот выражаясь российскими терминами, операция принуждения к сотрудничеству российской транснефти латвийским и белорусским руководством, скорее всего, это получится через международные суды. С Литвой более проще, там, в принципе, железная дорога уже сегодня, но если запускать латвийский кусок нефтепровода, он упирается в Полоцк Транснефть Дружба, точнее, бывший Полоцк Транснефть Дружба, сейчас это одно предприятие, вся дружба, по которой нефть может теоретически прокачиваться реверсом до Гомельской области.
Да, там есть станция, старая станция, скажем так, поддержки давления, у нее еще распределительная станция, но в Беларуси уже давно проведены геологические изыскания на то, чтобы нефтепроводы белорусской составляющей закольцевать, замкнуть в одну систему. И, судя по всему, так оно уже и произошло, потому что реакции и действия во время нефтяного кризиса, в том числе с грязной нефтью, и сейчас разговоры о поставках именно нефтепроводом нефти из Полоцка, из Новополоцка, точнее Мозырь, говорят о том, что в Беларуси эта система уже существует. То есть таким образом дальше есть возможность поставки на Мозырь, и второй источник, второй вход – это Одесса и нефтепровод Одесса-Броду. То есть таким образом Беларусь де-факто с соседними странами может создать просто систему трубопроводов, которая уже позволяет перекачивать нефть от Балтики до Черного моря. И это существенно уменьшает вес российской нефтяной дубины в регионе. То есть Россия просто теряет один из источников влияния. Второй источник влияния, тут достаточно интересная ситуация, как раз таки в белорусско-российских отношениях в ближайшее время, это газовый. Напомню, что Литва, она является оператором одного из LNG-терминалов, и Литва уже заявила о том, что она готова в том числе рассмотреть вопрос об альтернативных поставках газа в Республику Беларусь. Напомню, что сжиженный газ в Литву поставляется с территории Соединенных Штатов Америки. То есть это уже комбинация, в первую очередь, США. Вполне возможно. И, наконец-таки, либо американские интересы. И, наконец-таки, скажем так, третий элемент – это белорусская атомная электростанция. Вот с этим интереснее всего. Почему? Дело в том, что белорусская электрогенерация является по состоянию на сегодня газовые. То есть белорусские энергоблоки работают за счет сжигания российского природного газа. Вот строй атомной электростанции уменьшает потребление российского газа на электрогенерацию с 11 миллиардов кубометров как минимум до 6. Ну а сотрудники, скажем так, белорусских энергетических компаний, Министерства энергетики говорят еще больше, говорят, что до 5 миллиардов кубометров. Следующий этап – это перевод тепловой генерации, то есть для нужд населения тоже на электроэнергию и, соответственно, система продажи электроэнергии. Тут уже Литва меньше союзник, но как бы там ни было, в таком формате, если на нужды промышленности, точнее электрогенерацию, Беларусь стоит 5 миллиардов, на промышленность еще столько, что 10 миллиардов, если через Литву идет хотя бы 3, Россия теряет в том числе и часть газовой дубинки. Дальше возвращаемся к вопросам наращивания добычи газа в Украине, а буквально в эти минуты, когда я записываю это видео, проходит тематическая встреча по энергетическому сектору Украины в Украинском доме в Давосе, где, в принципе, уже один из потенциальных инвесторов заявил, что он будет входить на этот рынок. И, скорее всего, этот рынок будет оживать. То есть, и напомню, что на этом рынке добычу и обслуживание скважин ведет дочерняя компания Беларуснефти Oil Service, то система вырисовывает через несколько лет достаточно интересно. Вопрос в другом. Что ожидать эти годы? То есть до того момента, когда система начнет работать, надо дожить. Действительно, переход на мировые цены на нефть, переход, скажем так, перевод тех же самых споров в газовой сфере в сторону мировых цен и так далее, и пикировка с Российской Федерацией, это будет определенным шоком для белорусской экономики. Это не будет катастрофическим ударом, но, скажем так, рост явно замедлится. С другой стороны, это будет дополнительным стимулом для реформирования белорусской экономики. И следующий вопрос, а есть ли в Беларуси резервы? И вот резервы тут очень интересно. Это показывает в том числе, как бы вам сказать, возможно, с хорошей стороны позицию белорусского правительства. То есть с момента, когда Российская Федерация вторглась в Украину, начала войну в Украине, Беларусь вдруг с бухты-барахты перешла к другой системе формирования государственного бюджета. И государственный бюджет Беларуси стал резко профицитным. То есть доходы госбюджета превышали расходы. Итак, бюджет 2015 года был сформирован из расчета профицит $500 миллиарда США в год, реально было 0,6. Бюджет 2016 года $0,6 миллиардов был план, факт 0,7. Бюджет 2017 $1,35 миллиардов план, факт 1,5. Бюджет 2018 года 350 миллионов план, факт 2,1 миллиарда. Бюджет 2019 года 1 миллиард план, по факту 1,2 миллиарда. То есть таким образом Беларусь за эти годы, если можно так сказать, в кубышку сложила около $6 миллиардов США. Неплохая ситуация.
Это позволит в том числе, если можно так сказать, пережить сложные времена, покрывая и затраты по обслуживанию государственного долга, это раз. Второе, это позволит, в том числе это финансовая подушка для стимулирования белорусской экономики, если уже так сильно понадобится. Третье, поскольку эти деньги находятся в резервах страны, то это в том числе сигнал для внешних игроков, что со страной не все так плохо, как хотелось бы. Четвертое, это та же самая поддержка Китая, потому что активность Лукашенко и его тон, это явно нетипично, если за исключением двух вариантов. Либо когда его окончательно загнали в угол, и надо уже огрызаться с последних сил, либо когда огрызаться надо, и при этом он чувствует достаточно мощную внешнеполитическую поддержку. И тут, если говорить о поддержке, мы смотрим и активность Соединенных Штатов Америки, и активность Китая, то есть как минимум второе хотя бы частично есть. Но насчет угла, да, действительно, Беларусь тоже загнали. Огрызаться приходится. И на этом фоне Беларусь имеет определенную подушку, Беларусь, возможно, имеет определенные какие-то гарантии со стороны внешних глобальных игроков. И третье, Беларусь начинает показывать зубы, в том числе посылая, как вам сказать, даже символические сигналы, потому что буквально тоже вчера на фоне всех этих продолжающихся споров по нефти, то же самое агентство Белта вдруг неожиданно разразилось двумя фоторепортажами, рассказывая о том, что Беларусь наладили производство собственного стрелкового оружия. Выглядит как АК, но на самом деле это карабин, который, скажем так, несколько переосмысливает саму механику и сам автомат Калашникова. То есть по большому счету свое, в том числе есть модификация Single Pub этого карабина. И второй фоторепортаж – это производство боеприпасов, то есть патронов для него. То есть даже в таком как бы вам сказать, сакральным для русских, в такой сакральной теме, как даже стрелковое оружие, вроде бы союзники, но союзник на союзника не рассчитывает. И тут же можно вспомнить и ту же самую ракетную тему с Украиной, и разработка собственных систем вооружений. И, кстати, возвращаясь к Рогозину, тут достаточно интересно, что русские вдруг резко предложили совместную космическую программу, Беларусь якобы согласилась, хотя Беларусь реализует космическую программу с Китаем по одной простой причине, что с Россией пытались запустить спутник, этот спутник немножко падал. Почему русские вдруг заинтересовались? Скорее всего, в том числе потому, что Беларусь пытается сыграть по разработке ракетной техники с Украиной, с другими государствами. А мы знаем, что, например, в Российской Федерации с разработкой той же самой ракетоносителя «Ангара» пока что очень большие проблемы. Как бы в Москве не кичились, но, извините, при всем уважении, «Ангара» должна была летать с 2012 года. Сейчас, если не ошибаюсь, 2019. Успешных запусков пока что нет. На этом у меня все. Дальше будет интересней. Поэтому подписывайтесь на канал, не жалейте сил для того, чтобы комментировать, лайкать и так далее. Но, естественно, поддерживайте меня подпиской на Патреоне. Там я периодически выкладываю текстовые версии того, что наговорил. И подписка на Патреоне стимулирует меня дальше развивать данный ресурс, то есть канал YouTube. Всего вам наилучшего. Позитива вам.